الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и сподвижниками. А затем, устремись, дорогой брат, к этому делу, о котором я сообщу тебе, и который может стать причиной того, что ты зайдешь в рай, ширина которого подобна небесам и земле. Это простое дело, и большинство людей, возможно, презирают его или неуважительно к нему относятся. Более того, некоторые думают, что это дело вообще не имеет никакого отношения к религии. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам, что это дело относится к вере. Оно не просто из религии, а из самой веры. Он сказал, вера, иман, делится на 60 с лишним или на 70 с лишним ветвей, то есть у имана более 60 или 70 частей. Самая высшая часть – это слова «ля иляха илля-Аллах», а самая низкая, то есть она тоже относится к иману, устранение помех с пути. Сколько ты ходишь в мечеть? На работу, к другу, на рынок. И на дороге ты обнаруживаешь нечто, что мешает проходящим там людям. Как тем из них, кто идет пешком, так и передвигающимся на машине. Иногда ты видишь, как на улице валяется картонная коробка. Выбросили какой-то мусор. Иногда это может быть стекло и бутылки, которые, возможно, причиняют неудобства тем, кто будет проходить мимо. Иногда на дороге находятся разные помехи. Но никто не будет себя утруждать, останавливать свою машину, выходить из нее, убирать эти помехи, после чего продолжать свой путь. Хотя это может занять всего 2 или 3 минуты. Но большинство людей рассуждает так. Не обязательно, чтобы это был я. Кто-нибудь другой уберет. Зачем мне останавливаться, утруждать самого себя? Сейчас ведь такая жара. Или сейчас сильный холод. Или дождь идет. Пусть это будет кто-нибудь другой. Возможно, из-за того, что это мешает на дороге, какой-нибудь человек умрет. Может быть, его машина перевернется. Возможно, человек попадет в аварию. Может быть, кто-то из людей повредится. Случится то, что случится. А если бы ты убрал это с дороги, то это не произошло бы. Знаешь ли ты, что если ты это сделаешь, возможно, из-за этого ты попадешь в рай, который Всевышний Аллах подготовил для богобоязненных? Доказательством тому служат слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который рассказал историю одного человека. Тот человек шел по дороге и обнаружил дерево. Это дерево мешало людям проходить по этой дороге. Представь себе, ветки торчат и мешают людям проходить мимо. Если бы их немного обрезать, люди проходили бы спокойно и безопасно. Что сделал этот человек? Он остановился. Никто не смотрел на него, никто не фотографировал его, не показывал его по телевизору, о нем не написали в газете. Никто в принципе не восхвалял его за это. Это было для него не важно. Ему был важен только Господь людей. Его намерение заключалось в том, чтобы расширить и облегчить для людей дорогу. Он сказал, это дерево мешает людям. Если я уберу его с дороги, оно не будет причинять неудобств мусульманам. И он убрал его с дороги. Аллах посмотрел на него, простил ему его грехи и ввел его в рай, ширина которого равна небесам и земле. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел его, как он находится в этом раю. Всевышний Аллах не теряет награды тех людей, которые совершают добро. Даже если их дело всего лишь крупица, даже если это добро весом в мельчайшую частицу, он видит его. Знаешь ли ты, какое благо кроется в этом деле? Благо не в том, что ты убрал что-то с дороги, и все. Это благо для мусульман. И ты стал его причиной, когда они будут ходить по чистой, спокойной дороге, где нет никаких помех. Возможно, это стекло или бутылка поранило бы ногу человека, у него бы пошла кровь. И кто спас его от этого? Ты. Так ты получаешь награду за то, что избавил человека от неприятностей. Возможно, один из братьев. Была очень узкая автомобильная дорога. Там была только одна полоса. Там все время были пробки. И это мешало и расстраивало людей. Возможно, из-за этих пробок
Больная женщина не смогла доехать до какой-то больницы. Человек не доехал до врача. Возможно, это привело к большим неприятностям для мусульман. И этот человек исправил такое положение. Сам пошел в министерство, написал заявление. Пошел, расширил дорогу. И он при этом не хотел похвалы и показухи. Он хотел сделать это ради Всевышнего Аллаха. Аллах облегчил для него это дело. И теперь на дороге 3 полосы. Люди передвигаются спокойно и благополучно. То, что ты убрал с дороги помехи, расширил дорогу для людей, облегчит путь для мусульман. За все это идет награда. Стремись к этому, о благородный брат. Если ты увидишь что-либо плохое в дороге, в общественном месте, в чем проблема? Это не стыдно. Если ты увидишь, что валяется мусор, выкини его в урну. Хорошо, но это же не я его кидал, даже если это не ты кидал. Но тебе будет награда за то, что ты его убрал. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел в раю хасанаты. И к хорошим делам относилось то, что человек убрал соломинку, которая валялась в мечети. Человек убрался в мечети, и за это Всевышний Аллах ввел его в рай, ширина которого подобна небесам и земле. Стремись к этому и поспеши. Каждый раз, как ты увидишь какие-то помехи на дороге, убери их и устрани. И воистину Аллах предпишет тебе за это благое дело. И если Аллах примет от тебя благие дела, ты, иншаллах, будешь из тех, кого примут в рай. Устремись, прояви инициативу в этом благом деле. فالخل يهجو